Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости на сегодня. В Камрате запускается новый проект «Поддержка развития сельского хозяйства и сельской местности посредством мер укрепления доверия. Безопасность детей при передвижении транспортных средств». Акция в память жертв СПИДа. Сегодня, 13 мая, в Камрате запускается новый проект под названием «Поддержка развития сельского хозяйства и сельской местности посредством мер укрепления доверия», передает atv.md. В церемонии открытия проекта приняли участие премьер-министр Молдовы Павел Филипп, глава делегации Европейского союза в Молдове Пирка Топиола, координатор-резидент ООН и постоянный координатор ПРООН в Молдове Дофина Герчева, руководство Гагаузской автономии и Тараклийского района. И Гагаузия, и Тараклийский район являются сельскохозяйственными регионами, и мы всегда знали о том, насколько мало инвестировалось, соответственно, в эту отрасль, и те акценты, которые расставляет сегодняшний проект, позволяют нам предположить, по крайней мере, на этом этапе, дай бог, чтобы мы были уже уверены в дальнейшем, запустить все механизмы, поддержать нашего сельского жителя, в этой части поддержать молодежь в сельской местности, у которой будет прекрасная возможность подготовить ряд проектов для открытия своего среднего малого бизнеса в сельской местности. Задача и правительства страны, и задача региональных властей Тараклийского района заключается в создании хороших условий для простого сельского жителя. С этими проектами у нас обычно такая ситуация, что это заявление и для Гагаузии, и для Тараклии. И потом проекты выбираются по критериям, по определенным критериям качества проекта, жизнеспособности проекта и прозрачным путем. Но здесь я тоже, очень доверяю на сотрудничество между Гагаузской автономией и Тараклийского района, что один проект может быть какой-то проект, не обязательно разный проект для Гагаузии, разный для Тараклии. Можно и сотрудничествовать. Можно найти соседничаем, надо учитывать географию. Мы находимся рядышком. Все три района Гагаузии, соседи с Тараклийским районом. Eu sunt foarte bucuros că am participat astăzi la lansarea acestui proiect. Acest proiect este mult mai important decât s-ar părea la prima vedere. Nu este vorba doar despre suport pentru agricultură și dezvoltare rurală prin consolidarea capacităților de comunicare și încredere. Toate aceste trei componente sunt foarte importante, desigur, precum ar fi consolidarea capacităților de comunicare sau dezvoltarea, crearea întreprinderilor mici și mijlocii sau retehnologizarea infrastructurii de nivel local, dar și mai important este, cred că este un semnal puternic din partea Uniunii Europene, în primul rând, aș spune eu, pentru a schimba și stereotipurile și adversitățile care au fost față de noțiunea integrării europene, în Uniunea Europeană și atât mai mult parcursul european al Republicii Moldova, pentru că vedem de fapt că Uniunea Europeană nu este doar un partener al Republicii Moldova, dar a devenit un prieten adevărat al Republicii Moldova. Care sunt așteptările de acest proiect? Eu am așteptări ca și toți ceilalți foarte înalte. Ați văzut de fapt că și interesul a fost sporit. Oamenii care au fost prezenți în sală, mai mult de 2/3 au fost oameni care reprezintă întreprinderi mici și mijlocii, care sunt direct cointeresați în aceste proiecte și desigur că criteriile, așa precum spunea și domnul ambasador, transparență, deci nu sunt criterii geografice, dar calitatea proiectelor și transparență în selectarea acestor проекты. Помочь становлению гражданского общества и вовлеченность этого гражданского общества в управлении, в разработке стратегий, как будет развиваться именно это гражданское общество, каждое село, каждое предприятие. Это первый компонент. В рамках первого же компонента обязательно это интенсификация работы между местными, региональными и центральными властями, чтобы не было непонимания, чтобы все вместе работали над достижением единой общей цели по выполнению стратегии национального развития именно в области сельского хозяйства и сельской местности. Это первый компонент. Второй компонент – это поддержка малого бизнеса и инфраструктуры, которая поддерживает малый бизнес.
Ежегодно во всем мире проводятся акции, посвященные Дню СПИДа. Такого рода акции пройдут и в южных городах Молдовы под названием «Это тебя касается каждого». Действительно, эта проблема может коснуться любого человека. О такой проблеме нельзя молчать, о ней нужно говорить. Такая акция прошла в Бессарабке, которую организовали представители регионального социального центра Împreună pentru Viață совместно с волонтерами города. Главной задачей является информирование людей о вирусе иммунодефицита и борьба с дискриминацией в отношении зараженных людей. О том, как проходила данная акция, подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. «Это тебя касается каждого». Акция, в рамках которой людей призывают пройти тест на ВИЧ. Данное мероприятие в Басарабяске организовали представители регионального социального центра Împreună pentru Viață совместно с волонтерами города. Мы призываем всех жителей города к тому, чтобы они прошли тестирование на ВИЧ-СПИД. Раздаем информационные листовочки, а также значки с символикой борьбы со СПИДом, брелки. В этот день сотрудники центра и волонтеры также провели и конкурс рисунка на асфальте. Мы нарисовали на рисунке больницу, мы нарисовали скорую помощь, людей нарисовали, написали «Будьте здоровы». Это наш общий рисунок с подругами. За свои старания ребята получили памятные призы. Как отметили организаторы, данная акция проводится в разных населенных пунктах Молдовы для того, чтобы искоренить дискриминацию по отношению к людям, зараженным ВИЧ-инфекцией. Старшее поколение, выше 50 лет, к этому заболеванию относится не совсем толерантно. Мы бы хотели призвать общество, чтобы относились к ВИЧ-инфекции толерантно, чтобы не было дискриминации, потому что эти люди замыкаются. ВИЧ-инфекция в течение 10 лет приводит иммунную систему организма к нулю. Очень тяжело этих людей вытаскивать в стадии СПИДа, чтобы они жили. ВИЧ-инфекция гораздо тяжелее заразиться, нежели туберкулезом либо другой болезнью. Человек считает, что его никогда не затронет данное заболевание, что он застрахован от всего. Но не надо быть настолько самоуверенными. Надо проходить тест на ВИЧ, надо знать пути передачи, пути профилактики, и тогда жить спокойно. По мнению басарабчан, ставших участниками акции, сегодня очень важно информировать людей о вирусе иммунодефицита. Вы знаете, это очень хорошо даже. То есть это здоровье, человек должен просто побеспокоиться всегда о своем здоровье. Есть люди, которые просто заботятся об этом. Это очень хорошо, что то есть мы еще кому-то нужны. Всего в районе Басарабяска зарегистрировано 80 человек, зараженных вирусом иммунодефицита. Практически половина из них проживают в селе Абаклия. По оценкам специалистов, в Молдове более 18 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Из этого числа на учете в больницах состоят только 9,5 тысяч человек. Соблюдать правила дорожного движения очень важно, так как их несоблюдение ведет к трагическим последствиям. Количество аварий растет, и виновниками дорожно-транспортных происшествий часто оказываются пешеходы, и в частности дети. Молодой нарушитель бывает просто невнимателен, но бывает и такое, что он просто не знает, как нужно себя вести, переходя улицу. Для того, чтобы решить эту серьезную проблему, в школах проводятся уроки по знанию правил дорожного движения. Детям очень интересны такие полезные занятия, ведь по этой теме проводятся даже соревнования. Преподаватели отметили важность таких занятий и уже видят успехи своих учеников в познаниях в этой области. О том, как проводятся данные уроки, подробнее в нашем сюжете. Быстрая в городе очень езда, правила знаешь движения? Хорошо! Вот в светофоре горит красный свет, можно идти через улицу? Нет! Ну а зеленый горит, вот тогда можно идти через улицу? Да! Что бы ни случилось с тобою беда, следи за движением внимательно. Да. Вот такие мероприятия проводятся в лицее Гагаузской автономии с целью обучения детей правилам дорожного движения. Таким образом, считают преподаватели, легче дети осваивают данный материал и с радостью принимают активное участие в соревнованиях на тему правила дорожного движения. Такие уроки помогают повышать знания в этой области, отмечают сами учащиеся, в результате чего они осознают, насколько важно внимание и осторожность при переходе улиц или дорог. Понял, что нужно быть осторожным на дорогах,
понимать, что это все очень серьезно и опасно. Понимать, что пешеход тоже также является главным на дороге и переходить везде по назначенным местам. Мы будем знать знаки и правила дорожного движения, мы будем безопасно себя вести на дороге и будем правильно переходить дорогу. И будем предупредить других, которые не смогут. Призываем всех, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения и были внимательны на дорогах и соблюдали все правила. Уроки по знанию правил дорожного движения в лицеях устраиваются в виде соревнований между несколькими командами. Состав своих команд ребята формируют сами из лучших учеников класса. Как правило, эти соревнования проводятся несколько раз в год. Мы на уроках по правилам дорожного движения, мы изучаем все знаки с ребятами, помогаем друг другу. У нас есть даже группы, создаем группы, где они работают. И мы данные вопросы, которые я составляю урок, они должны обязательно ответить. И выявляются результаты, как они знают правила дорожного движения. Знать правила дорожного движения означает обезопасить не только себя при переходе дороги, но и окружающих людей. Ведь сегодня они учащиеся лицеев, а завтра уже водители. Поэтому введенные уроки по изучению правил дорожного движения в учебных заведениях очень актуальны и во многом помогают ребятам с самого детства осваивать правила движения на дорогах. Грамотный пешеход – это очень важно. Он не создает ситуации, конфликтные ситуации на дороге не создает. И поэтому это очень важно быть грамотным по правилам дорожного движения. Это будущие наши водители, это будущие наши шоферы. Зная в начале правил дорожного движения как пешеход, они будут грамотными и будучи за рулем. Подобные мероприятия, которые проводятся в лицеях автономии, стали полезными и увлекательными не только для обучающихся, но и для преподавателей. Очень важно знать и не допускать опасных действий пешеходов, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям, отмечают преподаватели. Только строгое соблюдение правил дорожного движения защитит тебя и твоих друзей от опасности на дороге. Постоянно действующая Центральная избирательная комиссия Гагаузии утвердила штатное расписание на текущий 2016 год. Соответствующее решение принято в пятницу 13 мая. В Камрате при Институте демократии начал работу Центр бесплатной помощи жертвам торговли людьми и жертвам насилия. Центр помощи помогает жертвам насилия и жертвам торговли людьми и их родственникам преодолеть психологический стресс. Кроме того, работает Центр юридической помощи. На базе центра действует телефонная линия для жертв, по которой можно получить юридическую информацию о трафике и методах защиты жертв торговли людьми, об оказываемых Центром бесплатных юридических услугах. Вблизи села Атулия Вулканерского района молдавские пограничники обнаружили целое поле конопли. На границе с Украиной, на земле, принадлежащей экономическому агенту из села Атулия, конопляное поле было замаскировано под поле подсолнухов. На участке росло около 6000 растений. Очередной суицид был зафиксирован в городе Чедерлунга. Трагедия случилась в четверг, 12 мая. Мужчина средних лет, проживавший в Чедерлунге, совершил суицид путем повешения. По неофициальным данным, основной причиной самоубийства 43-летнего мужчины могло быть финансовые обязательства. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются правоохранительными органами. Здоровое питание – одно из условий долголетия и хорошего самочувствия. Особенно важно следить за питанием детей, ведь для растущего организма необходимо получать все витамины. Этим вопросом занимаются и в школах, ведь большое количество времени дети проводят в школе, и питание должно соответствовать всем санитарным нормам. Наши коллеги сняли сюжет в школе Михая Минеску города Флорешт, где рассказали, как питаются школьники. О том, какие меры нужно соблюдать для того, чтобы питание приносило пользу, смотрите в нашем сюжете.
Здоровое питание имеет огромное значение в жизни каждого человека, особенно ребенка. Многие родители по мере возможности стараются обеспечить своих детей только здоровыми продуктами. Однако большую часть дня их чадо находится в школе, поэтому очень важно, чтобы и там еда тоже соответствовала всем санитарным нормам. Повара лицея имени Михаила Минеску города Флорешти уверяют, что прекрасно об этом знают и готовят пищу по всем правилам. Здоровое питание для растущего организма – это когда ежедневно завтрак, обед и ужин подаются в одно и то же время. Когда продукты натуральные, свежие, вкусно приготовленные, не очень горячие, но и не холодные. Учителя начальных классов лицея имени Михаила Минеску довольны деятельностью школьной столовой. Они утверждают, что здесь всегда соблюдают чистоту, гигиену и все санитарные нормы, а меню достаточно разнообразное. Я считаю, что меню сбалансированное и хорошо продуманное, чтобы ребята ели здоровую пищу. Родители тоже очень довольны тем, как в школе кормят их детей. Школьники говорят, что еда в столовой вкусная и разнообразная. Да, фартер. Мне очень нравится, потому что приготовлено хорошо, а главное с любовью. Пастели. Я очень люблю пасту, потому что она вкусная. Мне нравится каша. Медсестра, которая ежедневно следит за питанием детей, предупреждает о том, что злоупотребление некоторыми продуктами может привести к серьезным последствиям. Регулярное переедание приводит к ожирению. Злоупотребление сладким может привести к сахарному диабету. Все копченые, острые продукты могут стать причиной различных аллергий или отравлений. Такие же последствия могут быть и от продуктов быстрого питания, чипсов, сухариков, в которых очень много химических веществ, вредных для детского организма. Не следует ужинать после 7 вечера, потому что к этому времени внутренние процессы нашего организма замедляются, а правильное питание детей ведет и к хорошим результатам в учебе. Повара должны строго соблюдать правила гигиены и технологию приготовления блюд. Стараемся соблюдать гигиену и вкусно готовить, чтобы детям нравилось. Необходимо готовить по специальным технологиям, чтобы питание было здоровым. Ежедневное меню в школе имени Михаила Минеску города Флорешти разрабатывает заведующая столовой совместно с медсестрой. Далее оно утверждается администрацией учебного учреждения, а в процессе оценки меню учитываются все принципы здорового детского питания. Ученики гимназии села Шестач района Шалдонешт отметили День Европы. Дети подготовили представление в честь такого события. Была организована встреча из районного центра. Детей призвали не уезжать в другие государства и оставаться жить и работать на родине, набираясь опыта за границей. Подробнее по данной теме далее. Ученики гимназии села Шестач района Шалдонешт отметили День Европы стихами, песнями и танцами. В ходе классного часа они совершили путешествие по странам Евросоюза. Несмотря на то, что до экзаменов остались считанные дни, учащиеся 9 классов нашли время и подготовили художественную программу. Они станцевали перед зданием школы и встретили гостей из районного центра хлебом с солью. У нас было много приглашений на подобные мероприятия, но мы выбрали ваше учреждение. Здесь сохранились прекрасные традиции, учатся потрясающие дети, а педагогический коллектив имеет богатый опыт работы и много достижений. Мы хотим поздравить вас с этим замечательным праздником Днем Европы. Ученики разных классов читали о Европе стихи, а те из них, кто побывал за границей, рассказали о том, что увидели в странах Евросоюза. Italia, e Franța sau Austria, acasă e Germania, Olanda sau Bulgaria, iar toate aceste state, legându-le în buchet, e Europa acasă, bătrân continuă. О европейских ценностях говорил и Юрий Чернолевский, житель села Шестач. Долгие годы мужчина работал в Европе, затем вернулся на родину и основал здесь свой бизнес. Он призвал детей ездить за границу для того, чтобы набираться там опыта и у себя дома обеспечить достойную жизнь. Уезжайте, учитесь, но возвращайтесь домой. Здесь тоже есть хороший потенциал. Сегодня наше предприятие, где работает 20 человек, производит товар, 75% которого экспортируется в Европейский Союз. Примария сатului Șestaci, comunitatea. Примария села Шестач выиграла ряд проектов, финансируемых Европейским Союзом. Это произошло благодаря тому, что вы мобилизовали все силы, подали заявки на финансирование и были очень настойчивы. Din Uniunea Europeană.
Согласно информации, предоставленной Управлением образования, День Европы был отмечен в большинстве учебных учреждениях района. В рамках мероприятия ученики школы искусств и городского дома творчества продемонстрировали свои музыкальные и художественные таланты в ходе выставки, организованной в здании районного совета. Много участников было и в конкурсе рисунков на асфальте. Дети изображали европейскую культуру и традиции. Не забыли они и о национальных особенностях молдавского народа. Это все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.